Всем доброе утро, кто рано встает, а кто спит еще. Сейчас уже время 9 часов 10 минут. Сегодня по календарю 20 декабря 2024 года. Морозное утро. Минус 23 было вот час, минут 5 назад. На моем доме показывает градус минус 23. Но ощущение минус 25. Так, ребята, хочу поделиться. Вот оставшиеся деревья после половодья. Вот это послевчера я подготовил заранее. Видите, сухие. Даже вот пенька у меня, вот где топор, там пенька. Вот, и еще вот осталась самая длинная ель, по-моему, ель или сосна. Надо все это еще убрать, снег. С собой взял лопату. Ну там еще, по-моему, деревья осталось. Вот. Хочу вот показать на себе. Так, ребята, хочу поделиться. Но немножко морозное утро. И я надел маску, чтобы от холода избежать. И кто сейчас на прямой эфир, всем огромное привет. Вот видите, какие вот рядом река. Это река, название Вишера. Это находится Республика Коми. Я проживаю на своем населении деревня Вылев. Самые суровые морозы, северный край. Вот. Сейчас уже 3 человека есть. Но это хорошо. Я хочу еще раз поделиться. Вот видите, лежит оставшиеся вот такие деревья после половодья. Вода была большая. Тут до этого, где, видите, тут растет кусты. Очень не пройти, не выйти даже. Вот эти кусты вообще не было раньше детства. А сейчас, видишь, какие большие стало. Вот. Но это совсем другая история. А сейчас хочу показать. Вот у меня подготовленный лопатой немножко убрал снег. Вот. И подготовил это заранее, вот этих распилил после вчера. Вот пенек. Хороший, здоровый пенек. Вот. И там еще на вчерашний был немножко у нас живая соседка заявила, что я в лесу распилил дрова. А тут не лес. Представляете, тут ни одного леса нету, тут кусты. Это что, реально, правда, рассказываю. Представляете, кто еще не смотрел вчерашний прямой эфир, посмотрите на моем описании. Там еще мои ссылки, контакт, телеграм и так далее. Вот. Вот видите, смотрите аккуратно. Где тут лес? Напишите комментарий. Абракадабра, это насколько огромное? Это не чей Крым. Это Республика Коми.
Так, ребята, я хочу заранее сказать, я написал на описании, комментарий, то если будет грубые комментарии, я вынужден блокировать на черный список. Так что будьте вежливы, будьте добрыми и будьте друзьями. А кто еще не подписывался, обязательно подписывайте. Так, дорогие друзья, вам вопрос. Где тут лес? Тут река, вот рядом река. Это река, вот твердый уже река стала, очень твердая река. Но там еще открытая, вон там еще открытая река. Вот. А тут население рядом. Деревня Вылеб. Так. Пишите вопрос, ответ, ваши в ответ. А мои вопросы вам скажу. Где тут лес? Скажите мне, тут лес нету? Нету. Тут только кусты. А в лес надо идти где-то ровно 1 километр. Какой военной базы? Тут нет военной базы. Так. Я заранее хочу сказать вам, я недолго буду снимать из-за морозы. Смартфон, конечно, не выдержит такие морозы. Не очень долго. Ну, скажем, полчаса. Так. Вот смотрите еще раз. Привет, привет, друзья. Еще раз. Скажите мне еще раз вопрос. Именно вот на моем глазах, скажите, за что так унижают нас? Население, вот тут рядом население, меня унижают, что я распилил в лесу дрова. А тут где тут лес? Тут нету лес, тут кусты. Так ведь? Так. О, смотри. Это оставшиеся деревья после половодья. Вот. Знаете, вчера было прямой эфир про лживая соседка. Она выдумывала, что я в лес вырубил деревья. Это была выдумка. Даже она вызвала участкового. Потом участковый ко мне приехала, протокол написала, что где, как, дрова откуда. Потом я им показал вот этот что, дрова и там, и участковый сказал мне, это разрешено, это не лес тут, здесь кусты. А который лживая соседка обманула. Представляете, она обманула. Лживая соседка. И хочу еще заранее сказать, 12 часов сегодня, запомните, на моем контакте, сохраните, сегодня же будет 12 часов, по календарю 20 декабря, около 12 часов будет прямой эфир про угрозу меня. Написали смс мне, смс написали, хотят меня угрожать своим матом. Меня хотят пугать. Но это вам лично еще узнаете. А сейчас будем немножко вот про это дрова будем. Вот вчерашний
после вчерашней я оставил, распилил, подготовил. Хотел это все увезти мотобуксировщиком, но не знаю, пока сперва буду таскать. А потом с вами, конечно, хоть немножко пообщаюсь. Такой удивительный, шикарный денек, морозное утро, зимняя сказка. Так, ребята, напишите еще. Нет, на прямой эфир не попадешь. Наш президента никак не попадешь. Бесполезно. Так много, 2 миллиона вопросов было. И как туда попадешь? Никак. Дрова, конечно, нужен на печку. У нас газ, только отдельный газ на подготовить еда, газ, баллончик у нас отдельная. А на дровах нам только печку топить, отопление. У нас уголь нету, мы уголем не пользуемся, только дровами. Хочу еще вот немножко поделиться, вот там открытая река. Напишите еще вопросы. Очень хочется долго снимать вам, но из-за мороза, наверное, мой смартфон не выдержит надолго. Вот. Вот у меня там стоят мои подготовленные деревья, оставшиеся после половодья. Там еще осталось, вот там. Хочу еще сюда подойти, туда только подойду на лыжах. Снега очень глубоко. Но нормально. Анекдот не буду рассказывать. Это только анекдот буду рассказывать на помещении. А сейчас на улице некогда. Все, хочу еще поделиться вчерашний инцидент. Лживая соседка. Вообще крыша поехала, что даже заявила она за обман, за лживая обман. Представляете? Ну ладно, сейчас сюда пойду, где еще вот там распилил в кустах. Вот на этом кустах я оставил еще много-много деревьев. Тут еще вот налет, еще немножко налет. Дорогие друзья, хочется, конечно, надолго снимать. Это бесполезно. Такие суровые морозы. Представляете, еще скажу, сегодня очень морозная, минус 25, а завтра будет -1 днем. Вот так вот у нас климат играет. Вот так вот, видишь, тут кусты, так вот, а на другой берег население. Вот так вот. Сейчас вам лично показываю. Вчера был распиловка дрова. Вот видите, тропа.
Вот тропа, вчерашняя тропа. Тут даже побывал тут участковый. Вот вчера я распилил, видите, оставил пенек. Видите, какой огромный пенек. Здоровый пенек. Все это все увестил домой. И после этого жилая соседка выдумывала, что я в лес вырубил. Это неправда. Вот, пожалуйста, тут еще лежат очень много деревьев. Смотрите, очень много. Вчера подошел, конечно, тут глубина снега очень много. И пешком невозможно. Тут надо немножко лопатой убрать и распилить это все. Игорь, привет, во-первых. Во-вторых, это находится Республика Коми, Коткорский район. Деревня Вылем. Нет, Игорь, я не Чукотк. Это Республика Коми. Слава богу, хотя бы снимал немножко. Хоть выдерживает такие морозы смартфон у меня. Вот мои тропа. Таскал руками все дрова. Потом на буксировщике, где горы стоят, там горы. И там поехал на мотобуксировщике. А про этого будем отдельно рассказывать. Сегодня 12 часов, 20 декабря, которые меня еще хотят угрожать по СМС. Это, по-моему, могу узнать, кто он. Имя, конечно, неизвестно, но это уже угадать я могу. Сейчас температура 25, ощущение, а дома было минус 23 градус показывает. Вот так вот. У меня руки замерзли. Очень немножко холодно. Еще раз всем морозное утро. Нет. Ну, 25, конечно, ощущается. Но у вас в Чукотке почти самый крайний, там север. Там северная точка почти уже северная у вас. А вот в Якутске там еще холоднее. Там, да, там, наверное, 50 уже. Итак, ребята, всем спасибо, что смотрели мой канал. Еще раз большой привет. А сейчас будем заканчивать. И буду отдельный новый проект. Все, давайте, пока. Будьте здоровы, не болейте. И всем наступающим Новым годом. Так? Все, давайте, пока.